от Дуная и дальше, и до самого Алтая предки нагайцев. Все. Половина русских названий. Харьков, Киев. Все это чисто нагайские топонимы. Харьков это Харьков, многоснежные. Русские, Голицын взял, один из предков галинцев взял его в 1605 году. Харьков кала. Харьков. Вы понимаете это? Вот в журнале «Родина», кім келеді? Темірбек. В журнале «Родина» там написано топонимы степных народов. 110 крупных городов сегодня российских, крупных городов и местностей называется топонимы нагайские. Ростов. Ростов, Астана. Ростов называется древнескифский, асский, название его Астана. Ростов. Астана Кала. Азов. Его Екатерина Ивановна завоевала в 1768 году, переименовала светлым именем эту крепость. Азов это Ас. Азов тоже? Да, Асовский. Еще какой город? Сейчас скажу. Киев это зять. Киев. То есть это тюркское имя? Киев. Да, тюркский. Предка нагайца, нагайская. Потому что первым стояли предка нагайцы, нагайцы это. Да. За нами стояли все другие тюрки. Ни казахи, никто. Казахи от нас вышли. Как от нашей нагайской орды вышли они. Это почти один народ с нами. Еще какой город вам сказать, да? А скажите, если еще есть? Сейчас скажу. Белгород. Белгород? Вот Белгород есть же. Когда славяне пришли, спрашивают наших предков нагайцев, у тех же Кипчаков, Найманов, нагайцев, у кого. Ну, потом, это немного я вам скажу, как это потом. Пришли и сказали, как эта крепость называется. Они, наши сказали нагайцы, предки нагайцы, да, сегодня? Итак, Актау. А это что такое Актау? А вот, говорит, гора белая, Меловая гора. Меловый, там и сейчас стоит эта гора. Мел. Актау, белый. Актау это гора, Ак это белый. Актау. Ага, Белгора. Белгора, вот вам Белгород. Там это вотчина Ахматхана, Нагайской орды. Ахматхана. Чтобы вы знали. Вотчина. Ну, бывали же области в государстве. Ну, как республики. Это Улюс Пай был Ахматхана. Улус это нагайское слово Улюс, Пай. Улюсёды, понимаешь меня? Тысячи слов русских это произошли, именно они восприняли у нагайцев. Тысячи слов. Он знает это. И сегодня Мамай-хан, именем которого называется Курган Мамая. Курган тоже нагайское слово. Холомон Курган. Строил для царя. Наши предки хоронили в больших курганах. Руками строили. Вот умирал князь хан. Вот для него насыпи делали и под ним хранили. Каждый курган у нас, большие высокие курганы есть, это могильные. Начиная со скифских племен, половецких племен, все наше это. Не надо придумывать, что греческое золото, греческое другой, третий, да, ничего подобного. Все это наше тюркское. Тигах-хан, помнишь? Тигах-хан. Киев открыли, и киез нашли, и золото нашли, все нашли. Тигах-хан это кипчакский хан был. А теперь передают золото греков. Золото греков. Какой там греки? Что вы говорите? Греки пришли в начале нашего эры, колонии делали. Крыму, Танаис, вот сейчас ростоване называли Танаис. От слова Астана они переделали.
Дон называется на нагайском языке река Дон Тана. Около этого Белгорода течет река. Они спросили, как называется эта река? Они сказали, Суть-Елга. Это что такое Суть-Елга? Суть – это молоко, потому что мел крошится, вода белая, да, течет. Поэтому нагайцы эту реку называли Суть-Елга. Русские взяли, прямой перевод взяли, молочная. И сейчас эта река называется Молочная. Калька, прямой. Следующий, в Донецкой области есть река. Конские воды. Спросили у наших, как это называется? Это Елка-Елга. Атлар. Елка-Елга. Понимаешь, Елка? Елка-Елга. А, конские воды, прямой перевод. Белая церковь, Акмечет в Украине есть тоже. Все это топонимы, все это, Крым весь целиком нагайский. Никаких татар не было там. Потом приписали их. Потому что южный берег Крыма смешался с греками, итальянцами и кавказскими народами, но сохранили язык нагайский и турецкий смешанный. Ялта. Сюда. Север весь нагайцы сегодня. Все они нагайцы. Керчь нагайцы, Феодосия нагайцы, Бахчисарай нагайцы, Симферополь нагайцы, Джанкой нагайцы, Белогорский. В 1399 году